Так, ребята, испытание на морозе антифриза Татачи. Вот вы все покупаете Татачи, смотрите. Заморозил где-то час назад. Мужичок приезжал на воксике, говорит, я Татачи залил. Говорит, вот что происходит, смотрите. Он не вывозит наших морозов Татачи. Лейте только нормальные японские концентраты, и все будет у вас нормально. Вы сейчас все приезжаете с проблемой одной, что у вас замерзает помпа инвертора, помпа обычная замерзает. Ну, а в основном гибридная система замерзает, поэтому вот такие дела. Покупайте дальше Татачи, кому нравится. Так, ребятки, всем привет, Гибрид Центр приветствует вас всех. Решил записать немножко блог про антифризы. В общем, у меня вот такая неделя, как мороза пришли у нас, минус 50 градусов. Уже машины едут и едут, то есть на замену антифризов. Хотя это надо было раньше делать. Как говорится, запрягай сани летом, чтобы можно было зимой ехать на них нормально. Вот. А у нас, как говорится, пока не прижмет, люди об этом не думают. Вот, допустим, вот этот вот Альфард, он ко мне приезжал, наверное, еще летом даже. Я ему сказал, что у него антифриз минус 20 градусов. И приехал вот менять его только сейчас. Сейчас уже установка замерзает. Сегодня уже у него утром ошибки вышли по гибридной системе. В общем, суть какая? У Toyota у него два контура. Один контур — это контур двигателя отдельный. Там отдельно помпа стоит на этот двигатель. Отдельная система охлаждения. И гибридная установка, у нее своя помпа, она вот тут под бампером. И она имеет свою систему охлаждения. Суть какая, что вот этот контур, он никак не прогревается. Даже при температуре, при теплой. То есть там нечем обогревать. Там только стоят некоторые резисторы, которые надо охлаждать. То есть там есть змеевик, очень тонкие каналы. Не как даже в двигателе. В двигателе большие каналы, там антифриз гоняется нормально по трубам. А здесь тоненькие каналы. Если даже чуть-чуть хотя бы подмерзнет, то система уже не может помпа прокачать. Вот. Очень часто приезжают на ошибках данные машины в такие морозы. По антифризам не советую заливать в гибридный блок дешевые антифризы. Нужно хорошие антифризы заливать класса G4 там, ну или там современные синтетические антифризы, которые в принципе выпускает, наверное, Япония, Германия, такие страны. Наши пока еще не особо доросли до антифризов, потому что все стараются сделать, удешевить. Покупают китайские различные присадки, антифризы все китайские, скорее всего. И я говорю про конкретно обнинские антифризы, что там у нас еще есть, различные там дешевые антифризы, там вообще, которые даже 10-15 градусов не держат. Есть подделки и всего остального, как бы. Их очень много разных антифризов. Поэтому я придерживаюсь одной марки, это TCL, это Япония, все-таки качество. И заливать надо не минус 40 TCL, а именно, чтобы был минус 50. Вот тогда это уже будет какая-то гарантия, что в минус 50 у вас уже не прижмет гибридный блок. Ну и утеплять машину надо нормально тоже. Допустим, вот здесь вот решетку надо утеплить. Здесь все закрыто вроде, а у воксиков у них, допустим, здесь через фару все затягивает сюда, а там как раз таки помпа инвертора, и она замерзает. Вот. Сегодня я испытал антифриз на морозе, Татачи, допустим, воксик приезжал, просто на бумажечку с бачка чуть-чуть капельку сделал, час постоял, она просто в кисель превращается. Вот. Не знаю, еще есть такой нюанс, что правильно надо это все дело обслуживать. То есть сейчас сливать антифриз надо хорошо, пока он оттуда совсем не сольется. Потому что если там останется вот этот минус 20, и я буду его с минус 50 мешать, концентрация собьется, и антифриз не получится минус 50, и он будет минус 40 уже. Вот. Либо надо концентрата добавлять какого-то. Ну, я вообще приверженец концентратов. То есть, вот клиент сам купил антифриз по моему совету, а по факту, как бы, я заливаю вот такие японские антифризы. Либо это каркуловские, либо АТСЛьные. Вот.
Это разбавлять можно до скольки хочешь градусов, хоть до минус 60. Это очень жесткие антифризы. Вот. Они прошли все испытания у меня, то есть на морозе. Ну, уже какой третий год я езжу ну, как бы и сам езжу, свои машины заправил, и клиентские машины заправляем. Все нормально, нареканий не было никаких. Так что, ребята, не ведитесь на дешевую продукцию. Дешево это не может быть, оно хорошего качества, хоть никак. Все равно, как бы, это факт. Все, что подороже, оно более-менее, конечно, по качеству. Никто, конечно, не дает гарантии, что TCL не может быть подделки. Тоже может нарваться, я думаю. Но, как бы, это 1 на миллион случай. А в принципе, как бы, обнинские антифризы, как бы, не знаю. Кто-то ездит, кто-то нет. Но в двигателя их можно заливать, я разрешаю. А вот гибридные системы лучше не стоит. Еще есть такой момент, что обнинские антифризы, допустим, татачевские, очень быстро в кислоту превращается. Вот кто обращал внимание на крышке вот такой вот типа, ну вот она уже начинает в кислоту превращаться. Это японский антифриз. У него есть тоже свой срок службы. Японский тоже надо менять хотя бы раз в 3-5 лет. Ну 5 это максимум. А так, по сути, машины приходят уже по 10 лет этим автомобилям, и никто никогда там антифризы не менял. Вот. И так тоже, как бы, перекатывать антифризы тоже не стоит. Хотя вот японский, ну там совсем чуть-чуть окисление есть немножко, но совсем мало. А вот татачевские антифризы уже через год начинают в порошок превращаться. Этот порошок внутри эти каналы все забивать начинают. И бывало такое, что мы инверторы открывали, там просто все эти дорожки, каналы, они просто все в порошке, забито все. Помпа не может продавить, ну и гибридный блок просто сгорает. Вот такие, ребята, дела. Ну, рекомендации вроде бы дал. Старайтесь заливать более-менее качественно. Еще могу посоветовать хороший антифриз, это равиновский. Но он по цене дорогущий, но он тоже очень хорошего качества. Вот. Больше, как бы, вот равинол и TCL, в принципе, концентраты японские заливать можно в данные автомобили. Все, что остальное, это все вы просто рискуете. Ну, можно, наверное, но это же риски. Рисковать своим автомобилем любимым я бы не стал. Все, всем пока. Буду менять антифриз. Данный антифриз проверяется вот таким вот приборчиком. Здесь вот, допустим, ну вот я не знаю, видно, не видно. Давайте попробую показать. Видите, граница? Здесь залит минус 30. Ведь темная граница со светлой, где переэтывается, это вот значит вот такой антифриз здесь. А должна граница верхняя быть минус 50, выше. Вот этот прибор очень хорошо показывает. Все, как бы так. Антифриз TCL-ный. Хочу сделать еще один такой же, как бы, как называется, эксперимент. Сейчас я налью на крышечку немножко заводского антифриза минус 50 TCL. За бортом у нас минус 50 градусов. И вынесу на улицу и покажу вам, как он замерзает, не замерзает, что превращается за час, допустим. Я думаю, нормально будет. Вот тут вот лежит у меня проба. Буду испытывать антифризы. Ну вот ошибка ваша в том, что приезжаете уже когда минус 50. Видите, как оно даже не сливается, оно там все замороженное. Радиатор замерз. Там тоже кое-как сливается. Я считаю, что зимой вот, надо брать больше за замену антифриза. Когда вот такие машины уже приезжают, надо брать больше денег по автосервисным работам, потому что времени на это уходит больше. Ну и, соответственно, работы больше. Вы уже приезжаете, когда у вас уже утеплена машина. Вот это все надо снимать. Потом другой, на это уходит очень много времени. Мне проще других машин загнать, допустим, 3 штуки, 4 еще обслужить, чем ковыряться с одной машиной. Поэтому меняйте антифризы вовремя, летом. Ну не летом, но осенью хотя бы, когда минус 20 градусов.
Залил кипяток, лед выходит. Сейчас только тепленькая пошла. Что, ребята, вот такие дела. Север не прощает. Это хорошо, если ситуации такие в городе возникают, что машина до автосервиса может доехать. А вот если вы едете куда-нибудь в Аймиконты, вы представьте, на гибридной машине. В принципе, есть, наверное, такие, которые ездят. Нормально надо утеплять. Вовремя надо обслуживать. Все это делать. Так что сейчас залью ему хороший концентрат, разбавлю японский, залью и будет ездить. Ну, это двигатель. А хватит, да, у меня? Должно хватить. Я просто думал, только это, не плит только. Не, Они все купили, да? везде поменять надо. Да должно хватить. Все, Альфард обслужил, Альфард уезжает. Буя, мир так красив, именно секси Бабелан. 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 Туши свет, уже все здесь. В зале нет мест, чтобы присесть, а мы на своей волне до утра петь. Мы рождены, чтобы блестеть. Зависни на диско побольше, дай низких, что пламя и брызги так 100 раз по списку. Давай с тобой сегодня посетим все клубы, выпьем весь алкоголь, разбив на счастье посуду. Давай не будем ломаться, поговорим о взрослых. Ты хочешь потусить, а я хочу тебя раздетый после. Dance, 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 dance. Dance, 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 dance. Dance, 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 dance. Dance, 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 dance. Время у нас уже вечер. Посмотрим, что с антифризом случилось. С ТСЛ. Что могу сказать? Нормально он. Вот он, держит. Также час продержался. И все с ним хорошо стало. Как был, так и есть. Так что, ребята, ТСЛ-ка базар везет. Нормальный антифриз, в принципе. Не знаю, надо будет попробовать татачевского купить, также вынести и посмотреть. Вот прям, чтобы он был открытый. Потому что в бачке там может быть такое, что все-таки там что-то оставалось. Как он сказал, там типа минус 50 заливал татач. Но возможно там оставалась просто влага, вода, которая разбавила его до минус 40, до минус 30. Поэтому, в принципе, как бы то, что я сказал, там татачи вот так вот, ну, это немножко не объективный, конечно, замер. Я куплю татачи, я вынесу его на мороз и посмотрим, что будет. Вот. Но, по сути, мне это не нужно, потому что я все равно буду заливать ТСЛ-ку всегда. И вам рекомендую. Потому что есть другие свойства, которые ТСЛ, он получше будет. В плане того, что помпа у них электронная, она должна смазываться хорошо. То есть при ТСЛовском антифризе все это работает очень долго. Вот. А другие антифризы, как бы, я не знаю, помпы почему-то на татачах я заметил, что вылетает чаще ротор. У них вырабатываются быстрее вот эти ротора. Вот. Смазывающее свойство, видать, не такое хорошее. Но то, что он замерз, он замерз. Как бы так.